Пенсионеры ходят и возмущаются, типа, а что нам делать? Мы ничего не знаем, мы позвонить не можем, куда нам идти? Это уведомление от газовщиков Ильнар Валиуллин получил на прошлой неделе. Привозгаз предупредил, будет проверка в рабочее время. Перенести их визит оказалось не так просто. 7 дней он буквально сидел на телефоне. Либо занято все время, либо гудок идет, но трубку не берут. Тут написано то, что штраф есть. Но так и не звонится, и по статье пробивал, что-то статью такой не дошел. И таких, как Ильнар, десятки. Кто-то не может сдать показания счетчиков, проверить готовность документов и многое другое. Вот сейчас я оплачиваю, показания сдавать. По идее, можно все это по телефону сделать, но невозможно дозвониться. Тут не берут трубки. Как раз на Оренбургском тракте и находится Приволжскгаз. Пробуем сами дозвониться по указанному единственному номеру телефона. Вызов идет, но, к сожалению, трубку так никто и не берет. Реакция на камеру Приволжскгаза оказалась намного оперативнее, чем звонок в абонентский отдел. Сотрудник управления пытался закрыть камеру и вывести съемочную группу. Мы вот по этому объявлению, и люди не могут до вас дозвониться. Мы не даем интервью. Просто позвонили, если человек занят, пришла передвигаться на другой номер. После нашего обращения Приволжскгаз напечатал новые уведомления. Обещают, теперь связаться с газовщиками станет проще. Ну, чтобы было людям более еще доступнее, мы, усовершенствовали систему, добавили еще 3 городских номера. Мы проверили прямо на месте с руководством. После нескольких попыток нам ответили. Алло. Это пробная связь. Что касается предупреждения о штрафах, это преждевременно, говорят юристы. Нужно еще доказать, что житель не впустил к себе домой. Газовая служба просто постучалась, и никого дома не было. И они на основании этого прислали уведомление гражданину, что он якобы будет оштрафован по статье 9.23 пункту 3. В данном случае это не совсем правомерные действия. За содержание газового оборудования в исправном состоянии ответственны сами жильцы. В случае ЧП им грозит уже уголовная ответственность. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.